Яндекс Глеб Ежов будет рассказывать о том, как сделать эффективную рекламную кампанию, как измерить и повысить ее эффективность. Добрый день, коллеги. Надеюсь, все уже проснулись. Меня зовут Глеб Ежов, я менеджер по работе с клиентами компании Яндекс. Сейчас нам вывесу презентацию. Нет, еще нет. Так вот. И сегодня я хотел бы с вами поговорить про Яндекс.Директ и о том, как он может помочь вам в привлечении новых клиентов и как можно оценить эффективность проводимых рекламных кампаний. Для каждого бизнеса сегодня очевидно, что во многом коммерческие успехи зависят от прироста базы клиентов. И часто мы все задаемся вопросом о том, как же можно нарастить эту базу. Притом хотелось бы тратить эти ресурсы на качественных клиентов, платежеспособных и сформированной потребностью. На сегодняшний день для многих уже очевидно, что контекстная реклама в интернете – это один из самых оптимальных и эффективных способов привлечения новых клиентов. Среди ее плюсов такие, как большая аудитория. На сегодняшний день, по данным ФОМ, ядро Рунета около 46 миллионов человек. Также это простота и прозрачность использования, дешевизна. И, пожалуй, самое главное – это работа с целевой аудиторией. Существует несколько систем контекстной рекламы, и если спрашивать, почему Яндекс.Директ, 43 миллиона 782 тысячи 740 – это количество людей, которые несколько дней назад видели объявление системы Яндекс.Директ. Для многих владельцев бизнеса Директ на сегодняшний день стал неотъемлемой частью. Таким стандартным и общепринятым атрибутом дела, как телефон, сотрудники и их рабочие места, сегодня добавился и Яндекс.Директ как ваш самый надежный сотрудник. Любой инструмент имеет свое применение. Также и Яндекс.Директ применяют для двух основных задач. Это непосредственно продажи и привлечение трафика. Сейчас давайте остановимся поподробнее на стратегии и цели продаж. Перед тем, как начинать рекламную кампанию, хотелось бы узнать, каков вообще спрос на наше предложение. У нас есть для этого бесплатный сервис, называется WordStat, статистика ключевых запросов. Здесь вы можете увидеть уровень заинтересованности в вашем предложении, географию спроса и оценить сезонность. В случае работы с продажем вы решаете задачу отработки готового спроса. И вот основные позиции, основные пункты, как следует вести рекламную кампанию. Самое главное, нам нужны узкие продающие запросы, позиция спецразмещения, минимально это первое место. И, соответственно, для этого ставки должны быть выше конкурентов. В основе контекстной рекламы лежат слова, и поэтому от их подбора очень много может зависеть вашей рекламной кампании. На сегодняшний день мы имеем результаты исследования нашего отдела медиапланирования по поводу влияния слов в заголовках и текстах объявления на CTR. Так, если говорить про спецразмещение, то здесь нужно помнить, что самое главное в спецразмещении – старайтесь не давать рекламу, а давать ответ на запрос пользователя. Старайтесь, чтобы ваше объявление было максимально информативным. И в этом вам помогут такие слова в тексте заголовках объявлений, как распродажа, бесплатная доставка и употребление официальности. Все это ведет к значительному росту CTR по нашим исследованиям. В то время как употребление акций, скидок, различных эффективных решений зачастую ведет к CTR понижению. Давайте рассмотрим один из кейсов использования Директа для привлечения новых клиентов. Промгаз Автосервис – это автосервис в Самаре. Автосервис имеет большую площадь, и поэтому ему было нерентабельно находиться в центре самой Самары, и он расположился на выезде из города, как вы видите на карте. Рекламодатель пришел в рекламное агентство в 2008 году в самый разгар кризиса, так как большинство его клиентов были корпоративные юрлицы, крупные, работающие на договорной основе. И в разгар кризиса они стали сокращать свои расходы на автосервис, как и в целом на автопарк.
И наш с вами пример стал искать способы альтернативного поиска клиентов и как раз-таки пришел к интернет-рекламе. Мы использовали Яндекс.Директ, и целью нашей рекламной кампании было поднять прибыль от физлиц до 20%. Вот. Кампания шла в течение года, мы развернули большую рекламную кампанию, таргетировали ее на Самару, и в тексте заголовка мы точно прописывали местоположение автосервиса, чтобы отсечь все ненужные клики тех людей, которым будет лень добираться до этого автосервиса. В итоге мы пришли к очень хорошим результатам. Сотрудничество этого рекламодателя с нами продолжается по сей день. За год мы увеличили прибыль от физлиц до 80%. И был такой случай забавный, что когда день рождения был у владельца этого автосервиса, один из тостов был за интернет-рекламу Яндекс.Директ, который, как по его словам, спас его от кризиса. Ну, все вы, наверное, не очень любите, когда вам подают холодный обед. То же самое и в продаже. Яндекс.Директ поможет вам собрать самые сливки с готового горячего спроса. Интернет-коммерция, она растет, и среди наших клиентов растет количество тех, кому помимо продаж нужен еще и трафик, нужно больше пользователей на сайт. Директ в целом справляется хорошо и с этой стратегией, трафик плюс продажи. Яндекс, являясь лидером Рунета по поисковому трафику, может дать вам максимально возможный аудиторный охват в интернете на сегодняшний день. И в дополнение к органической выдаче Директ будет дополнительным стабильным источником пользовательского трафика. Здесь стратегия ведения рекламной кампании уже отличается от стратегии продаж. Старайтесь использовать широкие запросы, но все же продающие. Ну и самое главное, здесь нужно идти по гарантированным показам и особое внимание уделите RCA. Мы имеем свежие данные и что касается блока гарантированных показов. Здесь нужно понимать, что пользователь, который увидел ваше объявление в гарантии, он уже видел какие-то предыдущие объявления и почему-то на них не кликнул. То есть мы имеем дело с уже искушенным пользователем, которому что-то до этого не понравилось. И поэтому в гарантированных показах основным посылом должна быть заметность. Вы должны показать пользователю, чем ваше предложение чем-то интереснее от предыдущих. В этом вам могут помочь такие слова, как дешевле, как вообще любое упоминание цены, распродажи, ну и 100% работает всегда и очень хорошо. Человек так устроен, что, к сожалению, все, что плохо, привлекает его внимание. Ну, самый хрестоматийный пример – это желтая пресса. Да? Несмотря на всю критику в ее адрес, она обладает одной из самых стабильных аудиторий. Нужно использовать это и в гарантированных показах. Использование слов «плохо», «плохой» в заголовке объявления значительно ведет к росту CTR. Однако те же слова, но уже используемые в тексте объявления, CTR понизит. Ну, в принципе, это понятно. Да? Пользователь уже заинтересовался вашим предложением, и слышать что-то плохое о нем ему не очень хочется. Если говорить про тематические площадки, то здесь принцип работы с аудиторией совершенно другой. Здесь нужно понимать, что пользователь, который находится в RCA, он не нуждается в рекламе. Он ничего не спрашивал, ничего не искал. Поэтому здесь меньше внимания к объекту рекламы, информативность нам уже будет ни к чему. Как раз в RCA нужно стараться давать именно рекламу. И основным способом подачи должны стать проблемные тексты. Мы наблюдаем, что использование, особенно в заголовках, различных слов про то, что без вашего товара пользователю плохо, трудно или грустно, все это привлекает внимание и ведет к росту CTR. Ну и также город тоже ведет к увеличению CTR, так как RCA менее контекстно, и увидеть знакомые названия города всегда очень приятно и интересно. Что волнует большинство владельцев бизнеса? Да, это работает ли мой сайт, продает ли он, и вообще, насколько эффективны мои вложения в рекламу. Действительно, на сегодняшний день про эффективность рекламных кампаний много говорится, много пишется, и выступает об этом тоже много. Если говорить про Директ, то, как вы видите, вот на этом слайде, действительно эффективность рекламы в Директе зависит от очень большого количества
различных показателей. Ну, во всем этом вам поможет разобраться Яндекс.Метрика, наш бесплатный инструмент, который поможет вам ответить на очень большое количество вопросов, которые у вас возникают. Продает ли мой сайт, как пользователи ведут себя на этом сайте, куда они нажимают, что их интересует. Во всем этом поможет вам Яндекс.Метрика. Для большинства пользователей ваш сайт, особенно пришедших с Директа, это магазин. И от того, насколько правильно и удобно там будет выложен и представлен ваш товар, зависит покупка итогового пользователя и его корзина. Оффлайновый бизнес, он пришел к этому пониманию давно и очень быстро, создав мерчендайзинг. Мы с нашей стороны предлагаем вам использовать нашу метрику для того, чтобы стать таким вот мерчендайзером своего сайта и правильно разложить товар по полкам. У метрики очень много различных интересных инструментов. Мы сегодня не будем останавливаться на всех, только на самых интересных. Вот очень показательный это WebVisor. Инструмент, который помогает отследить вам движение пользователей и их действия на сайте. То есть буквально видно каждое движение мышки и каждое действие пользователя на сайте. Все записывается. И давайте рассмотрим пример очень удачного и правильного использования WebVisor. Пример из страхования. Шла рекламная кампания в Директе. Целью рекламной кампании была продажа каска. В метрике была задана цель – это заполнение заявки на оформление каска. Конверсия была 10%, и в целом руководителя этого агентства все в целом очень устраивало. Но задались вопросы, можно ли еще увеличить, как нет предела совершенства, да? Можно ли увеличить количество заполняемых заявок на каска. Стали смотреть метрику, залезли в WebVisor и увидели, что в принципе большинство пользователей, переходя на эту страницу приземления, легко заполняют всю вот эту длиннющую, да, страницу заявки. Но доходя до блока контактной информации, многие уходят с страницы, сворачивают, закрывают, в общем, не совершают целевое действие, не отправляют заявку на каску. Проблемой стал именно блок контактной информации, обязательное указание ФИО, телефона и имейла. Я уверен, вы сами часто с этим сталкиваетесь. Это очень часто отпугивает пользователей. Поэтому было принято решение изменить последний блок. ФИО сменили на более неформальное ваше имя, а телефон и имейл сделали необязательным для заполнения. В итоге результат был налицо, мы пришли к росту конверсии на 130%. И у нас было больше заполненных заявок на кассу. Параметры цели вообще очень классные и полезные. Он помогает, это как касса в супермаркетах. С помощью цели вы сможете понять, сколько людей дошли до итоговой покупки, да, совершили ли они, достигли ли они ваших целей, какова у них была корзина на выходе. Причем старайтесь создавать конкретные цели в метрике. Не абстрактные, а те, которые напрямую связаны с вашим бизнесом, те, которые помогут вам лучше продавать или помогут вам связаться в последующем с клиентом. Вот еще один пример использования метрики, но уже после проведенной рекламной кампании, ее анализ. Рекламодатель продавал туры, и целью, естественно, была продажа туров, а в целью метрики была задана заявка на подбор тура-менеджера. В итоге рекламная кампания шла 2 месяца, и мы пришли вот к таким вот результатам. У нас было больше 1500 переходов на сайт, 538 отправленных заявок на подбор тура-менеджером, и за 2 месяца было продано 188 туров по факту, проданных с помощью Директа. Ну вот это хороший пример того, как использование метрики вовремя и после может помочь вам что-то скорректировать, проанализировать вообще, каковы были вложения. Но вот в данном примере вложения в рекламу окупились просто в разы. Ну и напоследок, знакомая вам всем воронка продаж. Очень часто, к сожалению, именно сайт и контакт с сайтом является камнем преткновения для пользователя в осуществлении всеми долгожданной продажи. Помните об этом. И от себя желаю вам в дальнейшем всем успешных рекламных кампаний. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо, Глеб. Вопросы, пожалуйста. Вы в Ижевске или в Самаре? Наш офис находится в Казани, региональный офис, и мы занимаемся всем ПФО.
тут, в принципе, есть контакты, и я еще никуда не ухожу. Если у вас какие-то есть вопросы, возможно, кто-то ведет компанию в директе или хотел бы познакомиться, вы можете по всем вот таким коммерческим вопросам обращаться ко мне, я вам сразу помогу. Здравствуйте. Вот вы сказали, что когда вы меняли вот эту вот страницу, где заполняли заявку клиенты, убрали email и телефон, как тогда вы потом эта организация связывается со своими клиентами? Спасибо. Вопрос логичный, у меня он в свое время тоже возникал. Оказывается, все-таки человек устроен очень интересно, и в директе, в метрике очень много, на самом деле, психологии. Факт обязательности заполнения фио, контакта и имейла, он отпугивает. Если нет факта необязательности, то многие соглашаются указать свои контактные данные. То есть они это делают добровольно. У меня продолжение к предыдущему вопросу. В презентации было указано, что выросло на 130% количество заявок. Продажи насколько выросли. То есть у меня есть подозрение, что в результате люди заполняли, чтобы узнать, сколько это стоит, потому что уже формальная заявка, не официальная, из-за того, что убрали все контакты. Продажи как изменились? Хороший вопрос, он вообще про директ. И начав отвечать на ваш вопрос, вот вспомните предыдущий слайд про воронку продаж. Дело в том, что здесь нужно четко понимать, что делаем мы и что делает наш рекламодатель со своей стороны. Мы приводим клиента и помогаем совершить ему целевое действие, если вот метрика установлена. В данном примере мы помогли пользователю, который никогда с этим не имел ничего общего, с этим рекламодателем, прийти к нему на сайт и заполнить заявку на оформление каска. Дальнейший контакт нашего рекламодателя с клиентом, да, это уже его зона ответственности. Да, возможно, он это сделает для того, чтобы что-то узнать или поинтересоваться. Однако там, в принципе, видно контакт, можно позвонить. Заявка была довольно-таки длинная, и человек, который заполнит ее до конца, у него довольно-таки большой процент заинтересованности в оформлении каска. В любом случае, дальше должно качественно отработать сторона рекламодателя. Это менеджеры, колл-центры и так далее. Они должны выявить потребность и уже довести продажу до конечного результата. То есть директ – это как место встречи потребителя и продавца и покупателя. Да? Часто они не встречаются, а вот на этой площадке мы их знакомим, а дальше уже их обоюдный диалог. Надеюсь, я ответил. Да-да. Здравствуйте. Какие еще могут быть возможные варианты, чтобы правильно составить контекстную рекламу? Потому что многие клиенты не любят, чтобы в объявлении было указано там доставка, скидки, акции. Что еще можно посоветовать? Хороший вопрос. Вообще, как правильно и эффективно создать рекламную кампанию, это очень объемная, обширная тема. Об этом бывают конференции, семинары, куча книг даже пишется. Ну, основная базовая информация у нас есть на Help, да, в Директ, как создать эффективную рекламную кампанию. В остальном вы можете обратиться, например, к менеджерам Яндекса. То есть у нас есть отдел медиапланирования, который сам вам составляет рекламную кампанию на основе наших знаний. Есть менеджеры, которые довольно квалифицированы и могут вам тоже что-то посоветовать. Ну а вообще нужно изучать информацию, нужно тестить, нужно отслеживать по метрике поведения пользователей, результативность. То есть там инструментов очень много и всего не перечислить. Здесь были основные тезисы о том, как правильно говорить пользователям на языке, на его, если вы в спецразмещении, и что давать пользователю, если он дошел до гарантии. Вот. А более какие-то детали, если у вас есть частный случай, вы тоже можете в кулуарах меня спросить, я постараюсь помочь. Здравствуйте. Мы используем контекстную рекламу, но в последнее время мне стали интересны дополнительные инструменты, такие как SEO-пульт. Я знаю, что Яндекс иногда бывает строг к разным дополнительным инструментам. Мне хотелось бы узнать, как вы относитесь к SEO-пульту и не будет ли объявление, скажем, заблочено, изменено, недопущено и так далее. Ну, вообще тема оптимизации директа тоже очень часто затрагивается. Ну, к оптимизации мы относимся нейтрально, особенно если эта оптимизация настоящая, правильная, то есть это работа с сайтом, это делать сайт для людей. Могу сказать, что прямой связи с оптимизацией и директом никакой нет взаимосвязи. Это выдача органическая и директ
они никак не связаны, и даже структурно это совершенно разные направления внутри компании. Поэтому какой-либо взаимосвязи с тем, что вы делаете как бы для продвижения своего сайта и заблочения директа, нет. Директ коммерческий, прозрачный, вполне понятный. То есть выдавать объявления будем, получается, не мы, а сторонний агрегатор. Все равно нормально. Ну, смотрите. В принципе, у нас есть много агрегаторов, которые используют наши API. Если этот агрегатор прописан на наших API, и там сидят профессионалы, то, я думаю, не должно возникнуть особых проблем. Если проблемы есть, то постарайтесь решить их через саппорт, либо тоже выйти на менеджер Яндекса. Скажите, пожалуйста, даете ли вы какие-нибудь гарантии по рекламным кампаниям? Мои клиенты это часто очень спрашивают. Ну, допустим, начинается рекламная кампания, и вы говорите, что, допустим, в течение там какого-то времени будет столько-то или столько-то там посетителей. Понял, спасибо за вопрос тоже. По поводу гарантий. Очень часто люди, особенно которые приходят впервые в интернет-рекламу, им задают такой вопрос: какие будут гарантии, да, какие будут продажи. Ну, опять-таки, повторюсь, это ответ на предыдущий вопрос. Мы можем гарантировать вам, что мы приведем к вам пользователя на сайт. Если у вас есть метрика, то они сделают целевое действие, а остальное уже ваша работа с этим приведенным клиентом. Что касается прогноза как раз-таки приведенных пользователей. У нас есть сервис вместе с WordStat прогноз бюджета, где любой из вас может попробовать посмотреть, сколько будет там переходов в том или ином регионе по директу на вашу рекламную кампанию, какой будет бюджет. Но вот я сам работаю с клиентами, всегда подчеркиваю, что прогноз бюджета – это действительно очень условная вещь. Мы работаем с будущим, поэтому мы не можем достоверно гарантировать, предсказать там, ровно сколько будет кликов, сколько будет переходов. Мы обладаем большой математикой, большой статистикой, поэтому можем предположить, сколько в среднем будет людей. Причем здесь еще очень важно знать, сезонный ли у вас бизнес. И в WordStat тоже можно покопаться, чтобы сделать прогноз бюджета для сезонного бизнеса. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. А существует ли какая-нибудь защита от, грубо говоря, атак конкурентов? Ну, вы сами понимаете, клики, они платные. Может ли, допустим, конкурент, ну, у меня, допустим, продаю какой-нибудь узкий продукт, и там ограниченное количество конкурентов, но очень мало. И, допустим, заказали атаку вашей рекламной кампании, ну, допустим, чтобы по ним пронеслась масса кликов. Вот. Какая есть защита от этого? И есть ли она вообще? Понятно, тоже хороший резонный вопрос, да, ведь это коммерческий продукт. Яндекс.Директ, он существует, если не ошибаюсь, 2001 или 2002 года, то есть ему очень много лет, и мы очень серьезно относимся к безопасности наших рекламодателей. В Яндекс.Директе стоит очень серьезная система антисклик. Я сейчас не могу вдаваться в математические подробности алгоритма работы, но могу сказать, что он состоит из нескольких десятков параметров, и каждый клик нашей машины оценивается по вот всем этим параметрам. И если система сомневается, даже не то, что видит, очевидно, а если она уже сомневается в том, что клик честный, правомерный, то она не спишет с него средства, и вы не увидите статистики этого клика. И как бы, да, она очень часто не списывает, потому что сомневается. То есть антисклик работает очень серьезно. А если у наших рекламодателей все-таки сложилась отчетливая ситуация, что по ним прошелся как бы скликивание, да, если там было 50 показов или кликов, да, а стало 200 внезапно в один день, то всегда можно обратиться в саппорт и либо к менеджеру своей компании. Мы можем провести проверку на антисклик. Но зачастую результаты бывают отрицательными, то есть очень хорошо система работает. Ладно. Большое спасибо, Глеб. Спасибо за внимание. Глеб у нас тут сегодня.